Фантомы пациентов привезли в Тампонский медколледж. На них в новом семестре студенты будут отрабатывать первые приемы медицинской помощи. Симуляторов и тренажеров поступило свыше десятка. С подробностями наши корреспонденты. Еще. Хорошо делай. Вот. Грудная клетка приподнимается, значит воздух попадает в легкие. Дальше пошли компрессии. Свои первые навыки по сердечно-легочной реанимации студенты отрабатывают на симуляторе «Александр-101». Работа проходит под контролем руководителя медколледжа, главной медсестры Тампонской больницы Светланы Чикачевой и старшей медсестры преподавателя Анны Харайдановой. Верны или ошибочные манипуляции определяет электронное табло. На другом полномасштабном манекене медсестры обучаются ухаживать за больным. Далее будут тренироваться делать все виды инъекций, интубацию трахеи, ставить клизмы. А эта рука совсем как настоящая, мягкая и с венами. На ней студенты уже отрабатывают ввод инъекций. Практику, точнее, проходим на новых оборудованиях. Есть имитация крови, силиконовые симуляторы. И тем самым мы приобретаем новую практику, то есть можем потрогать, пощупать, так же, как и пациентов. Все симуляторы на сумму 400 тысяч рублей приобретены по муниципальной программе за счет тампонской администрации. Также закуплены учебники на сумму свыше 120 тысяч рублей. Ведь медицинский колледж готовит медсестер для муниципальных лечебных учреждений. Сейчас здесь обучается 17 студентов. Все, что согласно стандарта выполнения сестринских услуг, у нас вот в данное время по нашей программе, у нас, можно сказать, есть все. Поэтому мы сейчас будем успешно заниматься, готовить своих кадров и надеемся, что они успешно будут работать также. Совсем скоро коллекция симуляторов пополнится новорожденным ребенком и большим количеством съемных частей. Так что можно не сомневаться, что через 2 года из стен Тампонского филиала медколледжа выйдут хорошо подкованные в своем деле медицинские работники среднего звена. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район.